Творческое объединение «Близнецы» и компания «Ова Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в Шуде-шоу «Тувинское время». Всем привет, вы смотрите «Тувинское время». Мы опять собрались не вовремя и начинаем тоже не вовремя, но так получилось. Меня зовут Константин Куцевалов, и дальше Алча Оржак, рядом с ним Сылдыс Калынду, и сегодня к нам в гости пришел Ачаян Доржу. А он предприниматель, ресторатор, тренер, да, недавно? Недавно, да. Обо всем этом поговорим. И мастер спорта под дзюдо. И еще играет в баскетбол. Вот такой разносторонний парень. Вообще хороший человек. Да. В течение вечера увидим, если это вечер. Привет. Привет. Ну, нам интересно узнать, что сейчас происходит в твоей жизни, какие-то, может быть, планы или что-то интересное произошло. Вот поделиться. Что интересного? Дистанционно получил спортивное образование и теперь могу вести официально тренерскую деятельность. А каких видов спорта? Начнем с баскетбола. Баскетбол. А можно вообще все, да? Где я силен, я там могу быть полезен. То есть... Ну, это как у меня, режиссер и преподаватель. Я могу преподавать, вот, а могу и режиссировать. Да, вообще могу. А могу вообще ничего не делать, да? Могу вообще ничего не делать. В принципе, чем я и занимаюсь. Вот баскетбол. Я помню, в школе мы когда учились, все играли в баскетбол. Не футбол в школе, а именно в баскетбол. Да, да. Был такой период в Туве, в частности в Кызыле, когда баскетбол был прям на пике популярности, играли все. Сейчас, к сожалению, такие времена прошли. Одни рэперы. Но одни рэперы, да. Блогеры, рэперы, предприниматели вокруг все одни. И, к сожалению, да, в Туве именно вот надо тусовку создавать. В то время создавалась тусовка, потому что было много заинтересованных людей в баскетболе. Соответственно, круг большой, соответственно, у каждого свои амбиции на баскетбол. Соответственно, тренировали детей, кто как мог, соответственно, там уровень был достаточно высокий. Но мы сейчас пытаемся это заново, там, кучка энтузиастов как-то возродить. Я помню в школе, когда учился, на баскетбол почему ходили? Потому что у нас заставляли. В Туве 9 месяцев зима. Да, да, да. Ты же зимой не будешь там тренироваться, хотя почему не будешь? Футбол тренировались зимой, да, я помню. Это у нас зима, я не буду тренироваться. Нет, но и мы в спортзале чем заниматься в свободное время? На баскетбол да, ходили. И на физкультуре мы только в баскетбол играли. Вот, и поэтому баскетбол был очень распространен в то время. Но сейчас я вот зашел в спортзал, в мою родную школу, и увидел, все сидят по лавочкам, в телефонах, у всех освобождение там. Занимаются те, кому реально интересно, или те, кто реально спортсмен, да, там есть какие-то разряды или что-то, вне зависимости там от баскетбола или от мы, наверное, говорим про город Кызыл, да, все-таки про баскетбол, потому что, мне кажется, национальная тувинская игра с мячом, это, мне кажется, волейбол. Да. Хуреш и волейбол. Волейбол. У меня была ситуация, я участвовал в образовательном форуме Дурген, не знаю, какой год был, там 2014, 15, 16, но один из этих годов. И идет образовательная программа, и организаторы решили параллельно провести волейбол. И вот идет лекция, преподаватели, там 4 человека сидят, а где все? Все на волейболе, вот так вот. Поэтому, если в городе Кызыле был знаменит и всем нравился баскетбол, то я думаю, что где-то вот в остальной республике, то это волейбол. Я все перепутал. По сегодняшний день это как бы тенденция не сменилась, так и есть, потому что волейболом можно везде заниматься. Потому что не надо тебе кольцо, не надо спортивную площадку, ты можешь на любую траву выйти, в поле играть. Кружочек встал. Кружочек, да. Картошка! Я не любил играть в баскетбол. Александр Алексеевич заставлял. Вам большой привет, он сильный человек, поэтому я любил играть в баскетбол. Позябкин Александр Алексеевич, его многие знают в городе. Он чемпион Европы, там многократный по тяжелой атлетике. Евразии он потом по ветеранам еще брал. Серебряный призер мира среди ветеранов по тяжелой атлетике, по гиревому спорту. В 80-м в Грозном он выигрывал
По какой дисциплине не помню, но он был чемпионом СССР, не России. Вот, ну, он очень... Поэтому он был всегда предан спорту, он на свои деньги покупал в школе мячи. Мячей как-то, как всегда, не хватало, и он на свои деньги покупал мячи. Вот я помню, он говорил, вот тебе деньги, не дай бог хоть копейку потеряешь. Я бежал в детский мир тогда, там, ближайший спортивный... Будешь плохо играть вот этим мячом, который я купил сам, эти голову отрублю. Может, есть какое-то событие, которое ты хочешь проанонсировать, рассказать людям, чтобы они пришли, посетили? Недавно мы открыли банкетный дом в Мглеке, 3-й этаж, ресторан, банкетный зал Байсаир. Ходите, у нас самая лучшая кухня, самые большие залы. Круто. Хорошо, приходите вот в Байсаир, или как? Байсаир, Возможно, да. там, Байсаир, да. возможно, там СЛС будет тоже свадьбу проводить. Расскажи, с какими проблемами рестораторы сталкиваются у нас в республике? Если вообще брать весь ресторанный бизнес, то это полное сумасшествие. Сумасшествие? Да, потому что если есть возможность не открывать ресторан, лучше его не открывать. Вот у меня... А у тебя, Вот видимо, есть такой возможности не было, да? Нет, возможно, я не буду. Нет, я же не по своей воле попал в этот бизнес, понимаете? понял. Я же Я понимаю. я попал туда, у меня не было выхода. Если бы Попал. если бы была возможность не заходить в ресторанный бизнес, его лучше не открывать. Это все рестораторы мира говорят. Потому что это очень сложный бизнес. Слишком много нюансов, слишком много факторов Всяких человеческого. разрешений, проверок, да? Куча проверок, куча документации. Ну, А вот скажи, из чего меня всегда очень продукты удивляло, портятся. бывает там кафе какое-то пишет, там типа 350 рублей с человека, а кто-то пишет 2000 рублей. Вот из чего складывается стоимость за одну персону? А, когда банкет, да? Да, я просто я хочу банкет проводить в ближайшем будущем. Хочу банкет самое проводить. банальное — это себестоимость продукта, косты. Если кто-то может позволить себе за 300 банкет провести на человека, ты должен понимать, что из 300 рублей 150 — это там продукты. Свекла Соответственно, я бы не пошел в такое заведение. Потому что за 150 человек я не знаю, что тебя могут накормить за 150 рублей. Да. Соответственно, ты должен понимать, какие там продукты. Обещаниями могут накормить. Какие там продукты, я не знаю. Я бы побоялся за свое здоровье. Ну да. Это цена складывается только из Сейчас. себестоимости. А где ты СЛС видел за 350? Но я В утрирую. 2003-м? Да, утрирую, конечно. Я сейчас таких цен не знаю. Ну, да. не знаю, 700, 800, там сколько. Ну, это уже более реально. Да? Это уже более реально, да. Ну, я даже сам прикидываю, да, вот себя, если накормить, но там, конечно, большая Ой, сумма ты понадобится. должен много прикидывать. Сразу 1005 рассчитывай. Ну, это надо у жены моей спрашивать, там, сколько она там тратит на содержание Сылдыса Калынду. Объедаешь семью. Не, я стараюсь этого не делать, но как-то получается. Я не так давно был в Москве. Кстати, Москва очень развивается в этом плане прям большими 7-мильными шагами, потому что время такое. Я был в ресторане «Горыныч». Это одна из На больших... Титова тут Нет, к сожалению, не они. Ресторан «Горыныч» входит в семью группы White Rabbit, «Белый кролик». Они недавно с ресторана White Rabbit попали в топ-50 ресторанов мира. Это очень престижно. В России такого никогда не было. А звезда Мишлен это К что? сожалению, в России нет звезды Мишлен. Нет? К сожалению, ни одной звезды Мишлен в И истории... даже на Титова Горыныч без звезды У Мишлен? них может быть... А что такое звезда Мишлен, извините? Это нереально. Если у тебя звезда Что такое Мишлен, звезда? ты, короче, вообще просто Как ругательство звучит. бог. Понимаешь, ты бог. понимаешь? Если сравнивать со спортом, да, с Олимпийскими играми, то звезда Мишлен — это олимпийская медаль золотая. Ну, то В есть ресторанном есть бизнесе. некий журнал. То есть я так присваивают, понимаю, да, это? Или Это присваивается. есть некое общество, которое оценивает рестораны по Если своим у повара критериям. Мухина да. будет муха в супе, не дадут, да, звезду? Нет, Но если там- так задумано, то дадут. А, Не, если муха там из говядины, без базара. В Припяти, да, ресторан. Припяти ресторан. Летающая такая говядина. летающая муха из говядины. Если про Мишлен говорить, то да, это... Шины такие же есть. Да, это одно и то же. То есть это одна и та же А компания. как может да. быть кухня связана с шинами с автомобилем? Потому что владельцы, кто открывали Мишлен, владельцы были Мишлен, у них был какое-то направление именно по ресторанам. Они выработали алгоритм, как должно быть в идеале.
Соответственно, зачем переименовываться, когда у тебя уже все есть? Так и появилась гид Мишлен. Есть книга, по которой можно пройти по всему миру, где есть какие Мишлены. Соответственно, В России нет. в России ни одного мишленовского ресторана нет, к сожалению. Не имеют ни один. Даже вот этот вот, который, как он Вот, называется? Горыныч на Титова. Да. Нет, темнота вот, да, который неординарный, типа да, в Москве ресторан. Нет, в России нет ни одного А в чем, мишленовского в ресторана. чем прикол приходить туда, где вообще ничего не видно? У нас полкызыла так живет, и что-то они не кайфуют. Они постоянно так Левобережные едят. дачи, он тот же тут 2 недели так прожила. Я вообще хочу узнать вообще про рестораны. Потому что у нас их так, как таковых-то немного. Как бы есть. Ну как бы есть, но Нет, как ну. бы просто у меня денег Они нет. на них. некоторые очень Я хорошие. хотел бы просто узнать, как выглядит хотя бы ресторан. Мне нравится, когда приходишь в ресторан, когда в ресторане тихая, приятная музыка, бывает живая даже. Когда приходит официант и всем Вежливо. видом показывает, что они очень рады, что ты пришел. И когда вкусно, естественно. А Ты то у нас с ноги некоторые... стряхиваешь и говоришь, да все, я понял, У нас- что вы рады. У нас некоторые рестораны, не буду называть названий, где приходишь, написано ресторан на Там Ровенской. забегала. 24? Где там музыка орет. Все... Вот Типа это вот вся ты фигня. пчела, Вот я эти все пчеловод. коктейли из А мы этого. любим мод. Типа вискарь Мед. нальют, еще что-то туда кинут, от которого потом изжога, как от Горыныча. Ну то есть не от ресторана, а от этого. С Да, тремя Горыныч головами. нормальный, хороший Да, ресторан. кстати, да, мне тоже там нравится. Ну, Хороший Что-то мы ресторан. часто говорим Горыныч. Нам никто не платил за это. Не должна в ресторане вот так, как в клубе. Это же не ресторан, получается. Где сначала, чтобы пройти в этот ресторан, надо сначала через эти решетки пройти, где все стоят, курят. Там, что ты там, куда идешь? Вот это все. Ты так похоже это делаешь. Насколько я понял, смотрите, столовая это там, где все приготовлено, ты приходишь, ну, тебе наливают из этого, да, кафе. Что такое кафе? Ну, столовую от кафе нельзя отделять, потому что Да? Это почти одно и то же. столовая чем отличается от кафе, где из-под ножа все готовится. В столовой тоже все из-под ножа готовится, только не Плохо. при твоем заказе. То есть там ага. Вот. А ресторан, когда все с нуля, ну типа ты баранину заказал, они пошли, взяли барана. Вырастили его, вырастили. Там сигденка, там потом вырастили, потом он вырос, его в общем закололи. И вот поэтому Со приходится. слезами на глазах. Да. Да, и хан такой. если так, то если вы хотите так, то мы сделаем так. Все за ваши деньги. Вот, у меня такая история, все не дает покоя. Про пиво, если уже заговорили. У нас в городе, вам не кажется, что много пивных заведений, вот этих, где пиво на разлив? Ну, я скажу так, если есть спрос, то будет и предложение, поэтому тут, Это закон тут, рынка. тут ничего я сверхъестественно не вижу, просто есть спрос. Любят пиво, да? Есть спрос на, соответственно, те, кто хотят на этом заработать, зарабатывают. Ну, кто как зарабатывает. Ну, я не поддерживаю ночные вот эти вот страшные заведения, где продают бог знает что. Да, даже пиво можно не называть. Там, мне кажется, там какие-то смеси, специальные порошки, Да которые там, продают несовершеннолетним, да, всем торгуют до подряд. утра. Да. Как бы, ну, я их не поддерживаю. Есть хорошие предприниматели, которые там зарабатывают этим. Ну, они там в рамках закона, да. Как бы я их не осуждаю, но есть там совсем запредельные заведения. Ну да, кто-то уже Мы как-то раз любит зашли, пиво вкусное случайно зашли в пивной вот в этот, ну, в магазин. Совершенно случайно. Случайно. Каждый день случайно туда захожу. Зашли, а там такие столы, они же типа якобы типа кафе, ну чтобы Ну, поставили не- стол и кафе на бумаге, Да, и да? там получается круглый стол на длинной ножке. Получается за столом вот так круг, и под столом тоже ребята сидят. Да, без стульев я тебе могу, вот сейчас, если даже поем, я тебе покажу даже, где это Ничего себе. находится. Каждый человек должен понимать ответственность не только за себя, а за тех, кто его окружает. Это семья, соответственно, кто от семьи уже там какие-то посылы в общество должны идти. Ну, я вот почему тренерством, можно так сказать, занялся, потому что я хочу, чем больше молодым ребятам, девчонкам я покажу пример, объясню, докажу, там, что можно вот так, что здесь вот так, то мне просто самому будет приятно. Тот же Майк Тайсон, там, он же вообще из гетто. Человек, который запуганный был. UFC, тот же, вот говорят, плохой спорт, морду друг другу бьют. Это нормальный спорт. Люди Это занимаются спорт. спортом.
Это спорт, да, прежде Если всего. они пошли туда Это воспитание не сознательно. только силы, но и духа тоже. Философия присутствует своя. Допустим, просто надо тем, кто преподает, не надо преподавать агрессию. В мире. Да, надо преподавать, что это спорт. Это, в принципе, это мир. Спорт есть мир, как говорится. И поэтому не надо агрессировать, да, по поводу там спорта. Что вот если это UFC, там, если это ММА, Да. значит ты все, значит, вышел на улицу, там, давай деньги. Или, там, сюда, И на самом деле, например, когда по телевизору показывают, вот даже мои знакомые, даже моя супруга говорит, а что они друга ненавидят? Спорт же это мир. Я говорю, это просто шоу, чтобы Да. зрителю UFC стало это интересно. шоу. Они MMA друг друга на спорт. самом деле уважают. UFC это промоушен, который Да. делает шоу и зарабатывает деньги. Это бизнес. Можно же потом заметить, Только бизнес. что они до боя друг друга всяко разно, да, так скажем, ненавидели, а потом после боя обнимаются и говорят совсем другие вещи. Подогревает интерес. Билеты же надо продавать. Да. Это же бизнес. Трансляцию. Любой бой, который с историей, он уже, интереснее. да, он интересен. Я не пойду, допустим, будет. Ну просто там, два человека подрались на да, улице. подрались, Зачем ты будешь это подрались. смотреть? А тут если получается прям он история, это да. там, слышь, ты че? А если подбегает чувак и говорит, это Андрей Николаев, он то-то, то-то ненавидит этого за то, что это, и все, о, нифига, интересно, что будет. И на улице. Тогда уже будет намного интереснее драку Ты смотреть. просто взял, раскумарил двух людей просто. Они соседей. Он постоянно их подтапливает. А он А он постоянно. его в подъезде под дверь гадит. Что вы сделаете? Ребята, давайте деньги за билеты. Итак, там в красном углу я могу это Давай, сделать. делай. А в Бостоном рядом его оппонент. Из 47-й квартиры боец! Встречайте! Мастер красных трусов! И повелитель своей жены! Василий Михайлов! Ломоносов! Михайлов. Да, ну и в принципе, да. Повелитель Вот уже культа. интереснее же, да? У меня родители занимаются продажей там рыбы, да? И человек говорит, давай я куплю, и мы привезли ему рыбу. И подъехали, когда сзади, он открыл там ворота, и там просто нереальное количество собак бегало. Я так понял, что я чебуреки теперь не буду есть. Потому что они просто приют Ну, может, организовали. приют, да. И никому об этом не рассказывают, чтобы, не понтоваться. А то бывает вот так вот, несколько лет назад, под Новый год нам позвонила одна организация, не буду называть, что за организация. Они говорят, мы хотим подарить Короче, у нас подарки. такая секретная программа получается. Да. Мы хотим Я был там, подарить- не буду говорить Мы где. хотим подарить подарки детям в приюте. Приезжайте, заснимите. У нас нету сейчас свободных съемочных групп, мы не можем приехать. Завтра, возможно, освободится. Ой, тогда мы сегодня не поедем, а поедем завтра. Или когда у вас там освободится съемочная группа. То есть Они, люди короче, хотят- делают это для пиара. Да, для пиара, для камеры. Им важно не детей поздравить и сделать им добро, да, там что-то, а им важнее, чтобы их засняли на камеру и показали, какие они молодцы. Это лицемерие называется. Я один раз заболел ветрянкой, давно. Я один раз и болеют. Один раз, второй раз не получилось у меня. Хотя я пытался. Вот. Ситуация как была? У меня была температура, я болел, градусов 40 вот, примерно, я не измерял, реально была у меня температура высокая. И тут приходит ко мне мой друг, говорит, пошли играть в компьютерный зал. Тогда еще компьютерные залы были. В Дом быта, помните, там где-то в подвале, подвале? да. И, значит, мы идем со спутника пешком. Ничего себе. А, Ты еще удивляешься, почему ты болел? по-моему, тогда вообще все ходили. Вот мы постоянно ходили там, в маршрутках. Там была такая эпоха, когда вот общественный транспорт умер, да, то есть его не стало, а еще маршрутки Не развились не до такой- развились, да. до И такой поэтому степени. там они ходили раз в час. Ну, что час стоять? Лучше мы за час дойдем со спутника до Домбыта. Ну и сэкономили деньги, там 17 рублей, там 15,5. Это все равно большие деньги. Это все равно большие деньги. Так вот, сидим мы, значит, играем. А тогда проезд 5 рублей же стоил, Ну да? да, где-то 5 рублей. И вот мы играем, и прям сижу, и мне прям что-то все хуже, и хуже, и хуже. И что-то тут чешется, там чешется, тут чешется. И вот чувак, который сидел вот напротив меня, он все внимательнее на меня смотрит. Я говорю, что случилось-то, что случилось? А у меня уже вот видимые признаки, как бы ветрянки.
Полезли. Прихожу домой и все. Я на 2 недели не выездной из дома. Не выездной из дома. Вот поэтому, ребята, особенно маленькие дети, если вы... Почему не выездной? Ты же ходил, не выходной тогда. Ну, не выходной. Какая разница-то? Ты как человек, который связан с баскетболом, наверное, у нас с тобой общая трагедия, да? Да. Это К сожалению. гибель одного из величайших вообще спортсменов, вообще личность, погибла личность, которая просто... Я засматривался противостояниями Майкла Джордана и Коби Брайанта. Есть же правило, да, в баскетболе 24 секунды на атаку. Да. И клубы там Спёрс, Сан-Антонио Спёрс. Все клубы, все по всему миру. 24 секунды первые атаки не делали. Не проводили. Да, они встали с мячом, стояли, разговаривали. Не было такого. Да, и в это время уважения. весь зрительный зал стоял и кричал Коби. Скандировал имя Коби, Коби. А самый прикол, такого имени ни в африканской, ни в американской культуре нету. Отец хотел назвать сына Бифштекс. Прикиньте, Бифштекс. И когда он узнал, что лучшую говядину, там лучшие бифштексы делают в японском городе Коби, он его назвал Коби. Отец назвал его Коби. А почему он хотел назвать бифштекс? Ну, любит бифштекс, наверное. Он сына любил и бифштекс любил, понимаешь? А то ты что больше всего любишь? Надо было мне своего сына назвать тогда Хан было. Хан? Ну а что, хорошее имя, Куцвалов Хан Константинович. Отлично. Хорошо звучит. Понимаешь? Ну хан, ну, типа хан. Или окрошка. Окрошка. Не, ну дочь так назовешь, что ты. Куцевалова, окрошка Константиновна. Окрошка Константиновна, зайдите, пожалуйста. Окрошка. Респект дня. Ну, я хочу выразить респект тем моментам, когда от родителей к детям очень много переходит каких-то воспитательных, да, качеств. Когда они не просто там на самотек пускают, а когда думают о будущем своих детей и уже начинают им что-то прививать, направлять. Это не заставлять называется, а направлять, потому что, ну, что может решать за себя ребенок? Да ничего. Поэтому... Поэтому нужно направлять, конечно, давать право выбора, но направлять нужно. Баскетбол. Да, чтобы потом, в любом случае, это лучше, чем вообще ничего не делать, и ребенок сам будет плавать там, сам по себе. Поэтому за преемственность. Я благодарен вообще своей маме, просто меня воспитывала мама одна, и в 90-е годы, как бы, чтобы прокормить меня, она работала на 3 работах и сутками дома не бывала. И плавать я научился сам, на тренировке вообще там, на вольную борьбу, на дзюдо, на футбол, баскетбол, везде я ходил сам. Ну, потому что у меня просто, наверное, во дворе друзья были очень хорошие, которые... Ну, у нас хороший двор был, да. Вот, и направляли именно в сферу спорта. Это не было там какие-то там пьянки, гулянки, таскание по стройкам. Это уже появилось, да, в дальнейшем, но это было так мимолетно вообще. Я даже не заметил, если честно. Но спорт был всегда в жизни, да. Да, отлично. Нашим мамам большое спасибо за то, что они нас воспитали, вырастили. Респект. Ну тут, короче, не перебьешь тогда. Тогда я пошел. Тогда тут никак не перебьешь. Спасибо нашим мамам, дорогие мамы. Целуем, обнимаем, любим. Раз на этой волне я тоже, там, если надо выразить респект, то, естественно, первые люди, которым надо выражать, это ваши родители. Без них бы, ну, мы бы не были теми, кто мы есть сегодня. Я так считаю. Поэтому только родители. Ну, на этой, безусловно, лиричной и позитивной теме мы закончим. Чан, большое спасибо, что нашел время и пришел к нам, рассказал очень поучительные и позитивные истории. Целдысу спасибо, Алче Николаевичу спасибо, мне спасибо, нашим мамам спасибо, вам спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока. Спасибо, ребят, пока-пока.